Настало время настоящей поддержки предпринимателей. По сути дела, она складывается из трех частей. Первая – это максимальная заинтересованность властей. Вторая – ответственность чиновников. И третья – доступность информации. Сегодняшнюю программу мы решили посвятить развитию предпринимательства. Мы хотим донести до всех, что в Башкортостане за предпринимателей, а не против. Нужна еще какая-то смелость, чтобы бизнес-шерифу в каких-то случаях идти наперекор. Наша задача именно, чтобы достучаться до каждого предпринимателя. Где вы? Идемте. Давайте зайдем. Войти в эту отрасль какому-то бизнесмену без согласования этого куратора на самом верху, который сидел в Белом доме, было сложно. Сегодня эта ситуация изменилась или нет? Уже убрали решал. То есть тех персонажей, которые за определенную сумму решают и продвигают какие-то вопросы. Поменялась именно структура власти и работа власти в первую очередь. И предприниматель, конечно же, сегодня чувствует. Республика должна стать лучшим регионом России по предпринимательскому климату. Такую задачу поставило правительство Башкортостана. Как будет достигнута эта амбициозная цель, зависит в том числе и от бизнес-шерифов, которые есть в каждом городе и районе. И не надо бояться обращаться к ним. Здравствуйте, Дамир. Здравствуйте. Приветствуем вас в Краун Плазе, программа «По сути дела». Сегодня тема программы по развитию предпринимательства. Вы стали бизнес-шерифом в Нефтекамске, это правда? Да, с недавнего времени. Как становятся бизнес-шерифами? В городе Нефтекамске стажировка моя длилась почти 5 лет. То есть на уровне общественной деятельности мы в Нефтекамске занимались малым, средним бизнесом, продвигали, поддерживали их более 5 лет, знакомились, общались, получали доверие от них. И вот сейчас решили попробовать вот в этой стезе. Вы сами занимались тоже бизнесом? Да. Каким? Более 15 лет я занимался в сфере услуг и в сфере строительства. Скажем так, довольно-таки очень хороший, я считаю, опыт. Он такой не родительский, а настоящий свой. Сейчас решил себя попробовать уже более систематизировать те проекты, то видение, как можно сделать немножко эту среду лучше в городе Нефтекамске. Вы будете в роли замглавы администрации по вопросам предпринимательства. В чем ваша основная задача? Как она сформулирована? Основная задача – это коммуникация с предпринимателями. Потому что, наверное, из-за года в год предприниматели говорят о том, что их не слышат, и они не знают о программах, о поддержке. А наоборот, муниципальные и региональные власти говорят о том, что очень много программ. И за это основная функция – это составить эту коммуникацию, чтобы донести до каждого человека те, на самом деле, бонусы, те программы, которые есть по поддержке именно к бизнесу. То есть создать информационную, очень хорошую атмосферу. А по линии ТАСЭРа, это вторая задача основная – это привлечение инвестиций. ТАСЭР – это что это? Это территория опережающего развития. То есть город Нефтекамск получил статус федеральный, то есть дали определенные налоговые преференции. Мы открыты для новых инвестиционных проектов, для проектов в сфере производства, может подразделение какое-то условно под НИФАС, под ИСКОШ. По указам главы республики от сентября, которые были приняты, указа, скажем, Хабирова 2024, предусмотрено двукратное увеличение численности малых предприятий, численности предпринимателей в республике. Сможете ли справиться с этой задачей в Нефтекамске? Вы смотрели вообще эту задачу? Да, конечно, да. Эта задача, и нам разъяснили ее, Мы сейчас формируем, и она уже уже действуем по дорожной карте, которая есть. Мы очень массированно работаем и по системе образования, то есть мы работаем с теми малышами, которые только хотят встать на этот путь, с теми предпринимателями, которые уже начали и немножко чуть-чуть, пессимистично немного настроены, то есть в формате даже психологической какой-то помощи. И даем и информационную, и имущественную, и финансовую поддержку для них, а также работаем с крупным бизнесом в формате ТАСЭРа, как я уже сказал. То есть, по идее, в городе Нефтекамске созданы все условия, чтобы мы этих задач достигли. Единственное, что нам сейчас только командой сплотиться осталось, и администрации, и бизнес-сообществом, чтобы эти показатели действительно уже на деле показать их. Для успешного ведения бизнеса нужно 3 условия. Это выгода, безопасность и комфортность, комфортные условия. На встрече с бизнес-шерифами первый вице-премьер Андрей Назаров обозначил, что безопасность ведения бизнеса и комфортные условия – это в том числе задача бизнес-шерифам.
Как вы планируете вот эту задачу выполнять? Ну, вопрос безопасности я бы здесь на две части попробовал, разделил бы. Как бы, да, первое – это юридическая безграмотность, это я так скажу, многих предпринимателей. Соответственно, они иногда вкладываются в бизнес-проекты без каких-либо документов. Они не формируют договорные условия. Они создают, допустим, берут в аренду или входят в инвест в какие-то проекты, на самом деле, да, не формируя свои, скажем так, требования на бумаге. То есть вы будете обучать их здесь? Не то, что и обучение предполагается. То есть, допустим, школа молодого предпринимателя, сейчас она как бы прошла, где именно юридическое образование и финансовая грамотность. Это как бы очень львиную долю занимали эти предметы. Параллельно мы даем людям, чтобы они защищали свои деньги, которые у них есть. Они скопленные, заработанные. То есть это очень важный критерий. А второй вариант безопасности, как бы это неправильно, может, не звучало, те надзорные органы, которые есть, наша задача, чтобы они были более лояльны. Какие у вас вообще вот рычаги полномочия? Вы, как замглавы, можете каким-то образом влиять на вопросы вот комфортных условий бизнеса? Ну, мы на данном этапе уже убрали решал. То есть тех персонажей, которые за определенную сумму решают и продвигают какие-то вопросы. Такие были? Есть как бы уже. У нас, к примеру, сейчас проходит очень большая реформа по НТО, не стационарно-торговым объектам, то есть по ларькам, по павильонам. И у нас подходят к нам предприниматели, которые заплатили условно определенную сумму денег, сотни тысяч рублей, чтобы кто-то решил их вопрос. А на самом деле мы проверяем эти документы, там все в порядке с документами, в рамках закона можно все сделать очень хорошо. И наша задача, мы доводим эту информацию, чтобы они напрямую обращались к нам и доверяли. И мы стараемся в ускоренном формате доводить все эти юридические вопросы, имущественные вопросы за предпринимателя более оперативно и, самое главное, не затрагивая его интерес финансовый, то есть как бы без вливаний дополнительных. Вы работаете уже около месяца. С какими вопросами предприниматели обращаются к вам? Первый вопрос – это субсидии, это бесплатные деньги, это дешевые деньги. Людей интересует все-таки доступность этих программ. Они думают, что только определенно привилегированные предприниматели имеют доступ к ним, и наша задача – допустить их. Очень большие деньги у нас как бы в резервах, что, допустим, по центру микрофинансирования, что по фонду моногородов, что сейчас банковская система под 8,5% дает очень большие линии для крупного бизнеса. То есть дешевых денег очень много, и наша задача информационно показать и довести до исполнителя этих программ. Второй вопрос – это доведение до конца имущественных вопросов с землей, с регистрацией каких-либо производственных площадей, потому что у меня есть такие, скажем так, предприниматели, которые более 2 лет не могут узаконить определенные объекты. Слишком система забюрократизирована, это раз, и, во-вторых, не было заинтересованности определенных чиновников. А здесь мы прям берем эти документы, заходим вместе и как бы пытаемся возбудить интерес в отношении субъектов малого бизнеса в городе Нефтекамске. Вы вообще как бы не стесняетесь этого названия бизнес-шериф? Вначале немножко как бы я чуть-чуть полицейский. Да, немножко скептически к этому относился, потому что за название, кто это придумал. А потом это настолько стало популярно и в норме. Или, допустим, когда я представляюсь как помощником главы по поддержке предпринимательства, вы же бизнес-шериф Ради Фаритовича. И Ради Фаритовичу очень сильно доверяют. Это раз. И как бы предприниматели, когда слышат то, что я бизнес-шериф элементарно, они с долей уважения уже как бы к этому относятся, к этому проекту, я вот так вот скажу. А вы вообще рукопожатны в бизнес-сообществе Нефтекамска? Ну, тяжело как бы самому мне как бы это оценивать, но я думаю, у нас доверительные отношения и с малым бизнесом, и с микробизнесом, с малышами у нас очень как бы хорошие, и средний бизнес нас воспринимает, диалог есть, учитывая, как часто они пишут именно в социальных сетях. У нас вот вчера у меня вечер, допустим, да, я последнюю встречу закончил только в кафе в 10 часов. То есть как бы у нас, да, мы обсуждали, скажем, расширение одного предприятия по производству пластиковых изделий в Нефтекамске. И вот вторая встреча уже вечерняя, уже за чаем элементарно была уже у меня дома. То есть предприниматель пришел по поводу интересного инвестпроекта в городе Нефтекамске. Мы с ним разошлись, наверное, 11:30 вчера. То есть это все крупное, это не крупный, это средний бизнес. То есть как бы они доверяют этому проекту и доверяют, самое главное, городу Нефтекамску и властям. Спасибо, Дамир Галиуллин. Он рукопожатен в бизнес-сообществе Нефтекамска, и предприниматели ему доверяют. Заслужить доверие предпринимателей очень сложно. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы предприниматели поверили власти. Одно могу сказать точно. Теперь перед ними не будут закрываться двери чиновников. Об этом поговорим во второй части программы. Если какой-то руководитель какого-то отдела не взял проект, легко можно достучаться и до Ради Фаритовича. Знаете, как только руководство республики четко обозначило свою позицию по отношению к бизнесу,
Сразу же перестроили свою работу и чиновники. Теперь уже они бегают за предпринимателями. Здравствуйте, Лейсан. Приветствуем вас в программе «По сути дела». Мы обсуждаем вопросы предпринимательства. За этот год в республике достаточно серьезно изменилось отношение к бизнесу. Появились инвест-часы, изменяется инвест-климат. Как вы, как руководитель одной из самых массовых организаций, предпринимателей, оцениваете прошедшие изменения? Здравствуйте, Рустам Маратович. Во-первых, спасибо, что пригласили. Даже вот сегодняшний наш эфир, сегодняшнее наше мероприятие говорит о том, что внимание бизнесу, конечно же, на высоком уровне. В первую очередь мы же предпринимателям передаем через СМИ всю информацию, всю доступность. Поэтому такие вот передачи, такие мероприятия – это уже большой шаг на популяризации и поддержке предпринимательства. Да, я с вами полностью согласна. Если даже на сегодняшний день у нас есть инвесторы, предприниматели, люди, которые готовы вложить свои деньги, приходят и напрямую заходят и руководству, и первым лицам. Но что могу сказать, что раньше, к сожалению, вот это вот рубили на этапе, наверное, начальников отделов, каких-то структур. Не потому, что эти руководители, начальники отделов, они хотели там что-то плохое или не допускать их проекта, а потому что они, заходя с их проектами руководителями, они должны были нести свою ответственность. Вы представляете, там чиновник, руководитель какого-то отдела, не будем принципиально там уточнять, заходит с проектом, и он сам не знает про проект, не уверен, а тем более, если он не может его поддержать, защищать, конечно же, ему минус KPI. А сейчас настолько все поменялось, сейчас уже эти же люди, которые когда-то говорили, сомневались в проектах, не доходили, а просто отсекали, они говорят, где вы, идемте, давайте зайдем. Вот это поменялась именно структура власти и работа власти в первую очередь. И предприниматель, конечно же, сегодня чувствует, потому что появилась возможность, если какой-то руководитель какого-то отдела не взял проект, легко можно достучаться и до Ради Фаридовича. В конце 90-х, начало нулевых у нас были, скажем, такие кураторы со стороны органов власти, которые возглавляли, там, допустим, отрасль ЖКХ или отрасль агропромышленного. И войти в эту отрасль какому-то бизнесмену без согласования этого куратора на самом верху, который сидел в Белом доме, было сложно. Сегодня эта ситуация изменилась или нет? Но в те годы не только чиновники были, скажем так, крышевали, можно, наверное, такое кавычка слово сказать. И тогда и монополия некоторых предпринимателей тоже было. На сегодняшний день вот этот вот закон о том, что 30% малому и среднему бизнесу. Он работает? Он работает. Монополии должны делиться. Он работает. Знаете, в каких случаях не работает? Когда выставляется наравне со всеми тендерную площадку, электронную площадку торги, обеспечительный взнос нужен, объем работы, опыт работы. Вот это все, когда учитывается, мы, конечно, привыкли все-таки жаловаться, что нас не допускают, все там решено, все идет через связи. Но те, которые попробовали, они дальше идут, дальше получают и дальше участвуют. Мне кажется, что можно сделать, когда человек постоянно привык жаловаться? Ничего. Только работая, только привлекая вот этот позитивный опыт, а один позитивный опыт привлекает одного, а один негативный, он семерых уводит, как говорится. Конечно же, предстоит большая работа, огромный труд, поэтому мы собираем наших успешных предпринимателей, те, которые перешагнули, получили, их надо больше показывать. А кто сейчас идет вообще в бизнес, малый бизнес? В основном молодые, да, я согласна, потому что субсидии. Вот сейчас конец года во всех муниципальных образованиях, районах работают субсидии, стартапы работают. Многие, конечно, есть такие, регистрируют для того, чтобы попробовать подать на субсидии, получить эти субсидии. Сколько субсидий вот начинающему бизнесу можно получить? 300-500. 300-500 тысяч? Да. И это правильно. Такой, да? Кстати, да, считаю, наверное, механизм, когда субсидии раздает именно район. Раздают, грубое слово, выделяют район, потому что в районе все-таки они знают своих предпринимателей, они знают, как они будут заниматься, чем они будут заниматься. И когда комиссия решает не республиканская, там единая, что там находится за Урале и Северо-Востоке, это тяжело, а именно сам муниципальный район, это тоже очень успешный механизм. Тем более сейчас у нас есть вот бизнес-шерифы, мы же эксклюзивно сейчас стали. Вы поддерживаете вообще эту идею? Да. Как оцениваете? Да, да, общаясь с своими коллегами, с другими регионами. Не будут ли они вообще, вот, ну, условно говоря,
зажаты главой администрации, в принципе, как они могут защищать предпринимателей, находясь в подчинении у главы? Мне другой вопрос интересует. Не уйдут ли они сами в бизнес? Учитывая, сколько программ, сколько финансовых поддержка есть в республике, и они же, когда к ним приезжаешь, они говорят, я, говорит, в шоке. Вот разговариваем сегодня только по предпринимательству. Я говорю, в шоке, что столько всего есть для бизнеса, я, говорит, даже не знал. И субботнее у них обучение. Вот Рима Юрьевна, конечно, работает с ними очень активно. Они все вникают, и у них... Я понимаю, что некоторые скоро даже уйдут в бизнес. Ну, они только Да. пришли сюда в чиновники. Но не и- все с бизнеса есть, которые были исполнительной власти, где-то общественники. Но А- защищать они смогут предпринимателей? Смогут они, вот поставлена задача, чтобы Республика Башкортостан стала лидером, лучшим регионом по инвестиционному и предпринимательскому климату? В первую очередь они могут дать информацию. Бизнес защищается. Как можно защитить каждого? Это нереально. Бизнес сам себя должен защищать. Главное не кошмарить этот бизнес. Вот в этом плане они смогут полноценную информацию, именно где поддержка, какая поддержка нужна, информацию, где сводить этих же предпринимателей, пусть это будет в районе, должны работать союзы предпринимателей. Только общаясь между собой, находя новые какие-то механизмы, инструменты, они будут развиваться. А ходить каждого защищать, говорить, что вы его не трогаете, он предприниматель, это неправильно. Слово предпринимательство, он предприниматель. Мне кажется, что предприниматель не может он идти по правильному, по единому только пути. Все бы пошли по это, написали бы мы тогда какой-нибудь, кодекс пусть будет, да? Как стать предпринимателем и достичь успеха. Это нереально. И механизмов, как защитить просто предпринимателей, тоже тяжело придумать, мне кажется, нет. А вот вовремя дать информацию, приглашать, создавать условия, конечно, они могут. Что касается уполномоченного по защите предпринимателей, вот на днях был недавно назначен новый уполномоченный Флюр Асадуллин. Его ниша в этой структуре, не будут ли они дублировать деятельность вместе с Госкомитетом по предпринимательству и бизнес-шерифами? Я не знаю, как будет выстраивать работу Флюр Асадуллин, поскольку мы лично не знакомы, вот только-только познакомились, а до этого деятельность, которая велась, Рафаэль Вагитович, который вел, и Госкомитет, это, наоборот, наполняло друг друга. Именно вот эта регуляторная гильотина, правоприменительная практика с надзорными органами, это вот настолько все велось хорошо в одной куче, и общественные организации поддержали. Мы единственная республика в Российской Федерации, где мы даже создали единый день отчетности. Вы, наверное, прекрасно знаете, что Российская Федерация при правительстве президента есть мониторинговый центр, который оценивает деятельность надзорных органов. И в первую очередь это правоприменительной практики публичное обсуждение. Чтобы не было такого, чтобы тут МЧС один день, налоговый другой день, там остальные надзорные не делились предприниматели, мы решили создать это совместно с уполномоченным по правам предпринимателей и единый день отчетности. Это вот каждый квартал, после каждого квартала второй месяц, 20 число за 2019 год, скоро тоже в ноябре 2020 будет. И вы знаете, настолько это позитивно, когда предприниматели приходят уже с записками. Они не боятся озвучить свои проблемы. Вот от этого тоже, наверное, уходить надо, но когда уйдем, не знаю, менталитет все-таки у нас пока не позволяет. И они, когда приходят, они уполномоченно передают записку и уже меняются контактами. Это же классно, когда чиновник, ты знаешь, сотовый. Ты можешь в WhatsApp отправить, на каком этапе решения вопросов. И вот я, возвращаясь к первому вопросу, хотела отметить, что многие чиновники начали делиться сотовыми, личными телефонами. И сейчас нет такой сложности или страха У вас у всех позвонить. У вас телефоны сотовые всех членов правительства, которые отвечают за предпринимательство, есть? У меня лично, да. Это была Лейсан Николаева. У нее есть все телефоны всех членов правительства, которые отвечают за предпринимательство. От защиты прав и интересов предпринимателей мы еще не готовы отказаться. Поэтому бизнес-омбудсмен – это и юридическая, и моральная поддержка. Здравствуйте, Флюр Мирзаитович. Здравствуйте. Приветствую вас в нашей программе. По сути дела, мы разговариваем здесь о главных каких-то вопросах. Сегодня важно взаимоотношения с бизнес-сообществом. Вы как раз будете отвечать за защиту их интересов. С чего планируете начать? Ну, во-первых, проанализировать работу предшественника. Там много очень всего хорошего. Взять оттуда
хороший опыт и составить план работы на месяц, на квартал, на год. Первое мероприятие. Ну, есть много задумок, планов. Будем работать. Не так давно сформировано правительство, образован специальный, отдельный, точнее, Госкомитет по предпринимательству, чего раньше не было. Как планируете взаимодействовать с Госкомитетом по предпринимательству и с той структурой, которая создана, ну, скажем, под их кураторством, это бизнес-шерифы? Не будете ли вы пересекаться? С комитетом по предпринимательству мы уже с руководителем Бойцовой встречались, обсудили направление работы, но хотелось бы с ними взаимодействовать, чтобы я смог разгрузить часть их работы, заниматься именно защитой предпринимателей, потому что у нас предприниматели идут туда, где есть название Госкомитет по предпринимательству, они идут туда со всеми вопросами. Я хотел бы, чтобы мы в партнерстве вместе занимались общей работой, но у каждого именно вот свой сектор работы. У них, прежде всего, развитие предпринимательства, господдержка, у меня, прежде всего, защита предпринимательства. Я думаю, что мы с ними найдем точки соприкосновения в работе и будем помогать друг другу. Не окажетесь ли вы по разные стороны баррикад? Вполне возможно. Я могу оказаться по разные стороны баррикад не только с Госком по предпринимательству и с любыми другими госорганами, с муниципальными органами. В принципе, в этом и есть задача уполномоченного защищать. А когда кого-то защищаешь, не нужно разделять, там, от того я защищаю, от этого не защищаю. Нужно защищать от всех. Какие инструменты есть у уполномоченного, возможности для вот, защиты действительно интересов предпринимателей? Уполномоченный по защите прав предпринимателей, он несколько особняком стоит. У нас законодательство в России гармоничное, стройное, есть судебные органы, они независимые, есть правоохранительные органы, каждый выполняет свою работу. Естественно, уполномоченный не может заменить никакой из этих органов, не может влиять на эти органы, они все у нас независимые. Но интуитивно вот я воспринимаю уполномоченного это как первую инстанцию, куда обращается предприниматель, когда ему срочно нужна помощь. Предположим, взять судебный орган. Туда он обращается не просто с крыльца зашел в суд и рассказал проблему. Туда он, естественно, должен подготовиться и прочее. Это такое уже осознанное, подготовленное решение обратиться в суд с документами, госпошлину оплатить нужно. Прокуратура, в МВД то же самое. Просто так не придешь и не пожалуешься, вот там меня кто-то обижает. Тоже нужно пакет документов подготовить серьезный. Мне кажется, уполномоченный – это самый первый и простой уровень, куда может предприниматель обратиться даже эмоционально. И причем даже срочно. Вечером проблема случилась, он может и ночью позвонить, и утром позвонить. И мы первые, кто сможем ему сразу же все рассказать, объяснить в принципе без какой-либо бюрократии. Бизнес-шерифы смогут помочь и сможете ли вы какое-то взаимодействие с ними организовывать? Или это в ваши планы не входит? Это входит в мои планы, прежде всего с ними сотрудничество. Но объективно, конечно, я переживаю за эту тему и не хотел бы, чтобы вот громко названные бизнес-шерифы быстро, тепло и уютно встроились в систему муниципальной власти. Потому что работа в муниципалитете довольно специфичная работа. Вы работаете в районе, вас взяли на работу бизнес-шерифом, это название, но на самом деле вы работаете замглавой администрации. Поэтому нужна большая гражданская смелость, я не знаю, нужна еще какая-то смелость, чтобы бизнес-шерифу в каких-то случаях идти наперекор, предположим, своему руководителю, главе администрации, либо о чем-то заявлять. Ему нужна какая-то фактическая или моральная поддержка главы республики, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Если мы сможем ему это дать, тогда он действительно будет защитником прав предпринимателей у себя в районе. Ну, будем надеяться на это. А помощники у вас ведь тоже есть, да, в каждом районе почти? Да, у меня помощники, их порядка 50 человек. Мы сейчас еще раз посмотрим на качественный, количественный состав. В каждом районе есть помощники, даже в некоторых по 2. Это общественные помощники. То есть правильно ли я понимаю, подытоживая, что в вашем лице предприниматели республики приобретают такого надежного и серьезного защитника их интересов? Правильно. Насчет надежности это они сами проверят и вердикт свой выставят, но защитника это однозначно. Это был Флюр Минзагитович Асадуллин. Он обещает защищать предпринимателей. И знаете, я ему верю. В нашей программе мы будем возвращаться к теме развития и поддержки бизнеса, чтобы информация доходила до предпринимателей. Полную версию интервью с сегодняшними гостями вы можете посмотреть на сайте канала БСТ. Ну, а я с вами прощаюсь. Процветания вашему бизнесу. Главное качество предпринимателя, по вашему мнению?
Главное качество предпринимателя – это предпринимать, вставать, падать, не получилось, вставать и дальше идти. Упав, суметь встать и пойти дальше. Честность, энергичность и такая, страсть в нем должна быть внутренняя, и вера в его бизнес, в его проект. А кто для вас пример успешного бизнесмена? Галицкий, автор и, наверное, первый собственник компании, группы «Магнит»? компаний «Магнита», да. Наверное, Стив Джобс, может быть. Поскольку я бизнесмен, считаю предпринимателей, которые создают рабочие места и платят налоги. Я недавно узнала все факты, удивилась, и для меня сейчас примером стал Радик Юльякшин. Замечательно, удивительно.